прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Пройденные гектары, собранные тонны. Техника не сказал бы, что ломается. Техника нормальная. На какие рубежи в республике вышла уборочная кампания, узнал Дмитрий Аринин. Ребенок есть, а денег нет. Почти год мы не можем получить эти 200 тысяч. Почему участники социальной программы по ипотеке не могут оформить долю своему ребенку? Стороны выслушала Альбина Минибаева. Девушка на рабочем месте потеряла кисть руки. У меня туда рука вообще не лезет. Вот. А она вот как-то туда ее засунула. Какие претензии семьи к работодателю, когда те готовы выполнить все их условия? В этой непростой ситуации разбиралась Филюза Хамидуллина. Такого ажиотажа не ожидали. Очередь у нас создается с 8 утра до 10. Почему, чтобы заправить машину метаном, автолюбителям Буинского района приходится выстраиваться в очередь, узнал Сергей Хайдаров. Поля в иллюминаторе. Сегодня Рустам Минниханов совершил облет полей в 3 районах юго-запада республики. В Татарстане продолжается уборочная кампания. Обмолочено 40% посевных полей. Собрано без малого 2 миллиона тонн зерна. Как на местах вносят свою лепту и какие поручения сегодня хлеборобам дал президент, расскажет Дмитрий Аринин. Очень удобно все регулировки. Пока на поле битвы за урожай затишье, комбайнеры рассказывают. Техника новая, погода не подводит и дело идет как надо. Каждый намолотил уже по 1000 тонн. Техника нормальная, новая техника, хорошо идет. Погодные условия тоже позволяют, в этом году дождей нет. Так что все нормально. Сейчас в районе общая площадь пашни составляет более 80 тысяч гектаров. Так же, как мы видим, обмолочено 55%. Собрали почти 84 тысячи тонн зерна, как нам рассказали. Большую часть урожая составляет вот эта вот озимая пшеница. О результатах уборочной сегодня доложили президенту. Рустам Минниханов призвал хлеборобов, не сбавляя темпов, завершить работы качественно и в срок. Надо очень оперативно собрать все, что есть. Поэтому вам хорошие работы. Кормят нормально, но судя по... Здесь худых ребят нет. Все такие плечистые. Министр сельского хозяйства республики добавил, что вслед за комбайнами на обмолоченные поля должны выйти тракторы. У вас основная обработка проведена. 20 тысяч гектаров у вас поля ждут после комбайна уже неделями 10 дней трактора. Обрабатывайте пашню, обрабатывайте. Помимо полевой работы, Рустам Минниханов проверил, как в районе дела идут в других сферах. Президент осмотрел местную промплощадку, обошел обновленный парк в Тетюшах и заглянул в музей рыбы, который готовит к открытию. 1921 года улов самый знаменитый, 960 килограммов весом. Реально вот такое. Реально. Вот фотография. Вслед за Тетюшским районом Рустам Минниханов отправился в Буинский. Здесь аграрии пока выполнили план уборочный на 51%. В их закромах 70 тысяч тонн зерна. Президенту рассказали, что техника не простаивает. Все сельхозмашины в работе. Чтобы было где хранить урожай, ремонтируют и строят новые зерносклады. Зарплату авансу за август закрыт, кредиты не берем, налоги платим. Хорошая работа. Экватор уборочной кампании миновали и в Дрожжиновском районе. Здесь средняя урожайность 25 центнеров с гектара. На склады пока отправили 45 тысяч тонн зерна. По большей части это озимая пшеница. На сегодня во всем Татарстане обмолочено 40% полей. Собрано без малого 2 миллиона тонн зерна. Лидеры по показателям Тетюшский, Сармановский, Алексеевский районы. В аутсайдерах Менделеевский, Бавлинский, Пестричинский. Следить за ходом работы и подстегивать отстающих президент республики обещал и далее. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ. О ходе уборки сегодня Марат Ахметов рассказал и на встрече с журналистами. Так, в этом году на рынке зерно дорожает, урожайность падает. По прогнозу министра, килограмм пшеницы будет стоить не меньше 9 рублей. Рентабельность от реализации зерна для аграриев ожидается на уровне 20%. Однако накануне экватора жатвы урожайность упала и сейчас составляет чуть меньше 28 центнеров с гектара. Но это лучший показатель в ПФО. Всего в этом году планируется намолотить 4 миллиона тонн зерна. Относительно низкой урожайности по той причине, кроме, я имею в виду, климатических, жаркая погода и дефицит атмосферных осадков, мы в этом году смогли меньше минеральных удобрений привлечь
на формирование урожая. Совершенно объективная причина в прошлом году. В реализации зерна мы недополучили выручки в объеме 3 миллиардов рублей. И сегодня Марат Ахметов сообщил о том, что на этой неделе в республике будет снят карантин по гриппу птиц. Напомним, сейчас он действует в Апастовском, Дрожжановском, Кайбецком, Камско-Устинском и Тетюшском районах. Участники программы социальной ипотеки около года в ожидании выплат за ребенка. 200 тысяч рублей за каждого малыша положены по условиям программы. Главное, чтобы он родился, пока родители выплачивают за квартиру. По нашей информации, как минимум 50 семей по всей республике сейчас остались в заложниках пока не совсем понятной ситуации. Свидетельства от КЖФ не принимают нотариусы республики. Так что же в этих документах Госжилфонда не так, выясняла Альбина Минибаева. Вот этот документ мне ГЖФ дает, но нотариусы отказываются заверять этот документ. С документами, но без денег, Эльвира Кашапова больше года пытается получить выплату за свою дочь. 200 тысяч рублей положены им, как участникам социальной программы. Всячески ссылаются то, что неправильно документы оформлены. Вообще, на самом деле, проблема в том, что ГЖФ и нотариальная палата вообще не могут прийти к единому мнению. Вопросы именно с этим обязательством, с этими справками. То есть, 10 месяцев мы пока ходим, а люди, как говорится, уже больше года ходят. У нотариусов нужно оформить договор дарения доли квартиры ребенку. Так называемый документ согласия. Для этого договора соципотечники берут в Госжилфонде. Объезжать десятки нотариальных контор, но безрезультатно. Пытаются решить вопрос самостоятельно, как минимум 50 семей в республике. И это только те, кто сейчас общаются в различных группах в социальных сетях. Азино и в других районах, в Акитовском районе, в авиастроительном районе, во многих нотариальных конторах были, и нам везде отказывают. Участники программы начали объезжать нотариусов из соседних регионов. Еще несколько месяцев назад, говорят, ГЖФ принимал заверенные за пределами Татарстана документы. Кто-то давал единичные случаи, обязательства принимали ГЖФ, но теперь они уже отказываются принимать обязательства других регионов. Наши татарстанские вообще в ответ все слышат, как ГЖФ, значит нет и все, мы не работаем с ГЖФ. Вот обязательства, которые дали в 2017 году в октябре, вот дали согласие в июне года 2018 года. И вот согласие дали уже в августе 2018 года. За 3 месяца Госжилфонд сменил формы документов. У Гузель Шаймардановой все они на руках, но ни один не помог получить деньги. Представители Госжилфонда и нотариальной палаты встречались как минимум 3 раза и пытались разрешить ситуацию. 7 июля прошла очередная встреча между нотариальной палатой и Госжилфондом республики по этой ситуации. Они утвердили новую форму согласия, как говорят нотариусы. В предыдущем документе им не хватало информации, чтобы оформить договор дарения. Точнее, ГЖФ не прописывал, какая доля квартиры передается ребенку, а это, согласно закону, не позволяло нотариусам заверить документ. Было прописано эквивалентные 200 тысячам. То есть, если по Гражданскому кодексу посмотреть, это равность имеется в виду. То есть, если бы на основании вот подобного согласия даже кто-то из нотариусов решился сделать договор дарения, он бы был признан в будущем ничтожным, как я сказала, без правовых последствий. Так почему же Госжилфонд не выработал нужную форму документа и почему соципотечникам пришлось объездить все нотариусы республики и даже заглянуть к соседям? Фонд предоставлял родителям право самостоятельно определить размер предоставляемого пая, но не менее доли, приходящихся на 200 тысяч рублей. Однако нотариальной палатой было предложено доработать форму согласия в части указания конкретной доли. Учитывая пожелания нотариальной палаты, фондом вносятся изменения в программный продукт. Нотариусы готовы принимать семьи, хоть сегодня они ждут, пока фонд решит технические вопросы и начнет выдавать нужную форму. Предположительно, документ смогут получить в конце недели. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Виновному по делу о падении 15-летней девочки с долгостроя грозит до 3 лет колонии. Статью причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности изменили на причинение смерти по неосторожности. Напомним, трагедия произошла в Челнах 2 недели назад. Девочка упала со 2-го этажа недостроя и позже скончалась в больнице. Здание принадлежит предпринимателю, его начали сносить. Тем временем жители Автограда жалуются, что дети по-прежнему гуляют по заброшенным стройкам. Доступ к ним открыт. Некоторые сегодня полиция взяла на контроль.
Травма, которая поделила жизнь на до и после. Жительница поселка Джалиль Сармановского района Евгения Вяткина в феврале этого года получила травму на рабочем месте. Ей оторвало кисть. Девушка инвалид по слуху и общалась на языке жестов. Теперь и этот способ ей недоступен. Семья требует моральных компенсаций. Работодатель говорит, что готов оплатить все медицинские вопросы, но в пределах разумного. Филюза Хамидуллина встретилась сегодня и с теми, и с другими. Это соцзащита Сармановского района. Сюда Евгения с мамой пришли в надежде на помощь. Ольга Борисовна воспитывает дочь одна. Девушка-инвалид с детства. Она не слышит, а в феврале осталась без кисти руки. И теперь даже самые элементарные вещи сделать непросто. Она лишилась то, что нет пальцев, а глухие разговаривают в основном дактиль. Это жестовое. У нее нет сейчас, и она с одной рукой, то есть это очень сложно. Все произошло зимой. Евгения работала в Альметьевске в цеху на теребильном станке. Рабочее место специально для инвалидов. Наполнители подушек нарезали в паре. Напарница Евгения слабовидящая. В какой-то момент рука девушки оказалась в станке. У меня туда рука вообще не лезет. Вот. А она вот как-то туда ее засунула. Вот. И в этот момент Фируза включила аппарат. Заместитель директора предприятия рассказывает, что все работники проходят технику безопасности. Она всегда говорила ей вот так, жест. Уходя от машины, я ее включаю. Здесь этого не последовало. Женя продолжала чистить машину. Работала Евгения по срочному трудовому договору. Весной он истек. Работодатель продлевать не стал. Травму девушки комиссия признала производственной. Ольге, мамы Жени, Ольги Борисовны, была оказана и материальная помощь от предприятия по согласованию с профком. И сотрудники предприятия собирали денежные средства, чтобы помочь Жене в ее беде. Месяц больничной койки и сейчас этапы реабилитации. В Казани им предложили операцию по восстановлению сосудов рук. Есть шанс сделать инновационный протез, но на это нужны деньги. От нас, с нашей стороны, все, что можно, мы всем поможем. Мы ни от какой, как говорится, от такой вот, тем более от сложной операции, мы вообще не отказываемся. Они не отказываются на операцию деньги выделить, да, это хорошо. А что будет она дальше делать? Как жить впереди вся жизнь? Все это одной рукой. Что работодатель обязан делать по закону? Об этом мы сегодня спросили независимых юристов. Сразу после несчастного случая он должен был предложить ей договориться и обговорить сумму компенсации морального вреда. Потому что в этом случае ей в любом случае выплачиваются выплаты компенсационного характера, и она в любом случае имеет право на компенсацию морального вреда. Сумма конкретная могла быть установлена ими совместно переговорами. Сейчас Вяткины хотят обратиться в суд за возмещением еще и морального вреда. Филюза Хамидуллина, Ира Хабибуллин, ТНВ, Сармановский район. В Нижнекамске назвали предполагаемого виновника выбросов и запахов. В городе сейчас работает межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, исполкома Нижнекамска и Закамского управления Минэкологии. Напомним, в начале августа нижнекамцы жаловались на резкий химический запах. Экологи тогда обнаружили двукратное превышение ароматических углеводородов этилбензола и толуола. Предположительно, основным источником загрязнения стали коллекторы ХЗК-2, так называемые, да, принадлежащие Нижнекамскому нефтехиму. Сейчас в настоящий момент Росприроднадзор проводит административное расследование в отношении нефтехима. Не холера, но похоже. Роспотребнадзор прокомментировал результаты анализов на водоемах в реках Челнинка, Меликеска, Шельнинка и Кама. Накануне районные специалисты обнаружили холероподобные вибрионы. Это бактерии, возбудители холеры. Сегодня подозрения на холеру не подтвердились, но бактерии могут оказаться благодатной почвой для развития вируса. Я хочу сразу пояснить по поводу вот этих холероподобных так называемые НАК-вибрионы. Они указывают лишь на то, что водоем загрязнен, и в нем есть условия, загрязнен по микробиологическим, другим показателям, и в нем есть условия для размножения и расселения холерного токсигенного вибриона. В том случае только, если он будет туда занесен. В настоящее время, в данном случае, холерных вибрионов не выявлено, и населению ни в коем случае не рекомендуется использовать эти водоемы для купания. И к другим темам. Когда за газом выстраиваются в очередь. Со своей проблемой в нашу редакцию обратились автолюбители Буинского района. Они рассказали, как на местной газозаправочной станции выстраиваются колонны автолюбителей. Пик выпадает на раннее утро и вечер. Эта станция единственная в западной части Татарстана, реализующая метан. Почему людям приходится стоять в очереди за газом и будут ли в ней продвижения, узнал Сергей Хайдаров.
Ближе к обеду на газозаправочной станции в Буинском районе достаточно свободно. Автомобили от предприятий уже разъехались, поэтому заправка проходит недолго. Но, как нам сообщили местные автолюбители, так здесь бывает далеко не всегда. Очередь, когда вот уборку в основном, КАМАЗы, долго заправляются они. У них же, как говорится, объем-то большой, чем у нас. Вот из-за этого так получается. Очередь у нас создается с 8 утра до 10 часов утра. Когда заправляются грузовые автомобили, так как КАМАЗ, примерно один КАМАЗ заправляется 40-50 минут. Именно с сельхозтехникой большинство автолюбителей связывают очереди на заправке. В самом разгаре уборка урожая. В полях машин на газовом топливе с каждым годом все больше. В прошлом году мы перевели на 75 единиц техники на компримированный природный газ. В этом году 100 собираемся переоборудовать, и из них и потом 15 купить уже с завода переоборудованную технику. Повлиял и рост цен на бензин. Как нам удалось выяснить, число физических лиц, перешедших на метан, только растет. 16 и 17 год, и в том числе 18 год, рост есть около 25%. Этот рост мы фиксируем, и в принципе он есть. Спрос есть, значит должно расти и предложение. Но в западной части Татарстана такая метановая заправка всего одна, а по республике их 19. Как нам рассказали в управляющей структуре, на ажиотаж не рассчитывали. Принято решение о ее реконструкции с целью увеличения проектной производительности. Уже объявлен конкурс на проведение изыскательских и строительно-монтажных работ. И в ближайший год там будет станция, которая позволит удовлетворить спрос всех потребителей Буинского района. После реконструкции мощность заправки вырастет в 3 раза. Новые станции появятся в Альметьевске, Заинске, Нурлатах и Казани. Кроме того, на метан в скором будущем планируют переводить и городской общественный транспорт. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Буинский район, Казань. Если у вас есть о чем сообщить или на что пожаловаться, звоните к нам в редакцию по телефону 570 50 17. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Возрождение храма. Хранился белый камень. Он сейчас в процессе реставрации изучается вручную. За ходом реконструкции Петропавловского собора наблюдала Анна Городнова. Слабовидящие из Казахстана проедут 6000 километров из Астаны в Париж. Спорт без границ! Когда есть цель, преграды нипочем! Как в Казани провожали спортсменов, узнал Ленар Гинатуллин. С крупным бизнесом о будущем. Сегодня Рустам Минниханов встретился с гендиректором компании «Дизайн Рус» Седатом Созудогру. Компания – резидент особой экономической зоны Алабуга. Она работает с 2015 года, производит трубы. За 3 года «Дизайн Рус» инвестировал в дело $17 миллионов, и сегодня они выпускают больше 20 тысяч тонн продукции в год. А эта компания предлагает рынку Татарстана диджитал и IT. Сегодня же Рустам Минниханов встретился с председателем правления турецкого холдинга YDA Group. Они работают в сфере строительства, авиации, медицине и высоких технологий. По мнению Рустама Минниханова, у республики и YDA Group есть возможность найти взаимовыгодные варианты для сотрудничества. В Казани 22 августа откроется Генеральное консульство Китайской Народной Республики. Об этом сегодня сообщил генеральный консул КНР в столице Уинцинь. В Кремле он встретился с госсоветником Минтимером Шаймиевым. Они обсудили вопросы расширения контактов в сфере экономики, науки, образования, сохранения культурного наследия и участия Татарстана в проекте «Великий шелковый путь». 2000 километров позади, за спиной уже Уфа и Казань. Впереди Москва и Париж. Велопробег слабовидящих из Казахстана сегодня отправился дальше по маршруту. Чем же запомнилась им Казань, спросил сегодня Ленар Гинатуллин. Впереди у них еще 3700 километров. Москва, Минск, Варшава, Берлин и Париж. Позади Костанай, Уфа, а теперь и Казань. Веломарафон Астана-Париж покидает Татарстан. Участники не устают восхищаться республикой. А Казань просто восхитительно. Просто восхитительно. Я под большим впечатлением. И именно вот этот участок, который мы достигли Татарстана на границе, как встретили, останется в памяти просто как теплая дружеская встреча. Самый популярный вопрос, который интересовал, пожалуй, всех. Как можно пересечь границы 6 стран на велосипеде при очень слабом зрении? А ответ прост. Передвигаются на велосипедах тандемах. Впереди пилот с хорошим зрением, а сзади стокер, слабовидящий.
У нас есть отважные пилоты. Мало того, что они пилоты, они еще волонтеры, они еще рассказывают своим стокерам, что мы сейчас проезжаем. Говорят, вот люди машут. Вот там мы проезжаем сосновый бор. Здесь у нас там колосья, пшеницы. И вот люди, мы через их ощущения понимаем вот этот вот мир, что вокруг нас происходит и находится. И вот уже почти 2000 километров пути позади. Перед отъездом из Татарстана журналистам решили показать, каково это – быть стокером. Так, в левую сторону. Ага. Теперь я скажу. Вас вез человек, у которого 5% зрения. 5%? Серьезно? Да. Нет, я хочу с вами. Можно я с вами прямо до Парижа? Впереди у участников Чувашия, а следом дорога до Москвы. И через Белоруссию по Европе до финиша в Париж. Ленар Гинатуллина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Турецкие акценты в этом году расставлены на Международном мусульманском кинофестивале. Сегодня на предпоказе открыли блок ретроспектив картины турецкого режиссера Атифа Ялмаза. Это экранизация знаменитого произведения Чингиза Айтматова. В этом году знаменитому советскому автору исполнилось бы 90 лет. Турецкая речь с экрана. В этом году предпоказ ретроспективы фестиваля мусульманского кино открывает фильм Атифа Ялмаза. «Красная косынка» снята по произведению Чингиза Айтматова. У нас в Татарстане есть целая программа, в которой вошли как раз дни кино Кыргызстана, в рамках которой мы показываем фильмы экранизации произведений Чингиза Айтматова. «Лицо Советского Востока» – именно так называли легендарного автора из Киргизии. В этом году ему бы исполнилось 90 лет. «Красная косынка» – картина одновременно и культовая, и наивная. Я смотрела этот фильм, когда и думала, а интересно, а если бы вот сегодня наши современники взялись поставить этот фильм, как бы его сегодня поставили? Моя задача заключается в том, чтобы заставить вас тревожиться и думать. И это Айтматову прекрасно удавалось. Фильмы по его произведениям будут показаны во все дни кинофестиваля, начиная с 4 сентября. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, семьи, бессменной темы фильмов с восточным акцентом. Пронизано такой вот, тюркской спецификой, я бы сказала, взаимоотношения мужчины и женщины, устройство общества. Может быть, в Европе это давным-давно все угасло и даже незнакомы им. А здесь это еще до сих пор живо. Блок ретроспективы дополнит и фильмы членов жюри. Это туркменская актриса Майя Аймедова. Она и возглавляет судейскую комиссию фестиваля. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня у православных медовый спас. Начинается Успенский пост, а церковь отмечает происхождение древ креста Господня. По традиции с этого дня начинают готовиться к осени и запасаются медом. Лакомство принято освящать в храме. Считается, что в этот день мед целительный. Успенский пост продлится до 28 августа. Один из главных православных символов Казани – Петропавловский собор. На ближайшие 3 года закрыт строительными лесами. Идет реставрация. В последний раз ремонт здесь был перед тысячелетием Казани, но тогда брались лишь частично за фасад и кровлю. Сейчас к возрождению храма привлечена целая группа узких специалистов. Анна Городнова о нюансах реставрации. Каменные висячие сады. Так в туристических путеводителях называют Петропавловский собор. Но от сырости и неравномерного проседания грунта эта лепнина, фасад и фундамент начали разрушаться. Прямо под собором карстовые породы и ветка метро. Работы здесь начали 2 года назад. Фундамент уже укрепили. Сегодня высотники завершают установку строительных лесов на высоте 53 метра. Основная часть фасада защищается мягким бластингом, либо до кирпича, либо до старой штукатурки исторической, наносится опять несколько слоев реставрационной штукатурки, современные дышащие материалы. Лепнину и декор восстановят методом декомпоновки и вернут прежний вид, как было 300 лет назад, рассказывает главный инженер Казанской епархии. Для работ привлекут реставраторов узкого профиля, кузнецов, резчиков по белому камню, живописцев. Архитектурный памятник, где бывали российские императоры, который не раз горел, не закрывается. В храме проходят службы. Отзыв отличный, прекрасно все. Архитектура, все у вас сохранено, красота. Я его видела зимой, то есть на вот этом вот желтом фоне, он и красный, и синий, и зеленый, и, конечно,
Хотелось бы, чтобы после реставрации сохранилось и опять точно так же выглядит. Воссоздают собор в рамках федеральной программы по заказу Минкульта. На восстановление фундамента выделили 20 миллионов рублей. Реставраторы идут снизу вверх. Контракт нынешнего года, значит, заключен на сумму 57 миллионов. Начата работа, как вы уже видите, по реставрации. То есть, начиная сверху, это реставрация креста, главок, чешуйчатая, венчающая главка, барабана, всех уровней кровли и, соответственно, всего фасада. Большую часть фасадных работ завершат в октябре. Потом приступит к колокольне. Она накренилась почти на 90 сантиметров и есть трещины. Работы планируют завершить к 2021 году. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Такой была картина дня. Впереди еще вас ждет прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Ученик превзошел своего учителя. Футболисты «Зенита» под управлением Сергея Симака смогли минимально выиграть у «Рубина». Хотя по многим показателям казанцы выглядели лучше своего соперника. К сожалению, по ходу матча травмы получили Федор Кудряшов и Александр Бухаров и были вынуждены замениться. При таком раскладе командам не удавалось открыть счет. На 71-й минуте питерцы остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку удалили Далера Хузяева. Однако единственный мяч зрители увидели все же в воротах «Рубина». Артем Дзюба поборолся в углу поля и дал точный пас Александру Ерохину. После 3 туров в активе казанцев осталось 4 очка. Следующий матч наши проведут 18 августа в Грозном, где сыграют с Ахматом. Второй тайм в целом начали правильно играть, но потом уже вот этот эпизод он выбил из колеи взятия. Конечно, мяч у нас в ногах был, мы сами себе его привезли. Никита Шлейхер вернулся в Казань в статусе чемпиона Европы. Татарстанский прыгун в воду в составе национальной сборной России завоевал сразу 2 медали. В аэропорту Казани спортсмены встретили болельщики, друзья и родные. Соревнования по прыжкам в воду прошли в Эдинбурге. Никита в паре с Юлией Тимошининой поднялся на первую ступень пьедестала в соревнованиях смешанных команд в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Вскоре после этого он завоевал серебряную награду в прыжках с той же высоты в личном турнире. Могли чуть лучше, немножко не получилось на трамплине. Но на трамплине задача была поставлена непосредственно перед стартом. Ну, немножко я сделал тактическую ошибку. Ну, могли побороться за медаль. Быстрое катание на льду, чувство партнера и понимание игры. Именно этим навыкам уделил основное внимание Владимир Юрзинов на мастер-классе. В Казань приехал заслуженный тренер и 3-кратный олимпийский чемпион. На занятиях приняли участие как юные хоккеисты, так и молодые тренеры Академии хоккейного клуба «Акварс». От мастер-класса игроки получили качественный урок, а тренеры узнали секреты о том, как можно вырастить новых чемпионов для основных республиканских команд КХЛ. Владимир Владимирович использовал не очень рациональные слова. Он общался с нами словами 21 века. Хоть человеку 79, он с нами в теме, как говорится. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время прогноза погоды на ТНВ. Температурный фон в Татарстане нестабилен. Погода меняется ежедневно. Но об этом после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики переменная облачность до 25 тепла. На северо-востоке облачно. Температура поднимется до 24 градусов. На севере Татарстана также облачно. 24 тепла. На северо-западе будет пасмурно, но до 25 градусов выше 0. На юго-западе будет теплее, до 27 тепла. В центре Татарстана будет солнечно, плюс 25. В четверг повсеместно ожидаются дожди разной интенсивности. Приглашаем на работу поваров, автоматизированные процессы, соцпакет, льготное питание сотрудникам и их детям-школьникам, возможность повысить квалификацию и получить востребованную профессию. Спонсор прогноза погоды – Департамент продовольствия и социального питания Казани. Здоровое и качественное питание – основа здоровья и детей, и взрослых. Как говорится, поел и доволен.
Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч!